Всем привет-привет! С вами канал Life. Меня зовут Карина. И вот мы опять около интересного кустарника в Калининграде. Здесь отцветает роза и цветет кто-то еще. Мы собираемся прогуляться, потому что сегодня погода сменила гнев на милость. И наконец-то в Калининграде не 31, а 25 градусов. Конечно, я не могу сказать, что на улице не жарко. На улице очень даже жарко. Тут вот цветочки цветут. Это папоротники, в нем росли лилии, которые благополучно кто-то сорвал. Я их сфотографировать ночью успела. Вот остаток от одной лилии есть, а остальные 3 штуки сорваны. А там вон гортензия цветет. Мы прогуляемся сейчас. Конечно, на улице жарко все равно, но не так уже, как было, что мы не могли выходить днем на улицу, а только вечером. Мне кажется, все жаркие страны мира отдыхают просто, кроме Африки, учитывая, какая погода у нас стояла. Высокая влажность, утром роса, и это признак высокой влажности. И высокая температура без ветра практически. Сегодня уже ветер есть. Сегодня уже есть ветер, штиль уже весь ушел, застой воздушных масс. И наконец-то они разогнались хоть немного. Мы сейчас пройдемся по улице и пойдем, возможно, в буквоед. Также нам нужно в лабиринте забрать заказ. Это комиксы для ребенка. Я заказывала. Там разные, чтобы ему было хоть что-то интересно, кроме приставки PS4 Pro. Хоть чем-то хотела заинтересовать своего ребенка. Липа зацвела. Какая прелесть! Это вот, видимо, жара стояла, и вот она зацвела. Ой, обожаю липу. О, как пахнет приятно. У нее очень тонкий аромат. Очень приятный аромат. Смотрите, все в звездочках, таких хороших. Цветочки прям распустились. Такая красота. Обожаю. В Калининграде очень много лип. Прям вот куча. Есть липовые аллеи. Здесь любят липы. И мы любим липы. На острове Канта просто. Там сейчас, наверное, обалдеть. Шедевр липовый, потому что там есть огромные липы, у них крона спускается до земли, и это как огромный такой липовый дом, дом дерева, куда ты заходишь внутрь, и там ветки скрывают тебя полностью. Летом можно сидеть под такой липой, расстелив коврик в тени, и забыв обо всем, если вот хочется, да, вот. И там чисто, ну, всяко бывает, но чисто, если ты приходишь, расстилаешь, и можно вот хоть весь день там пикник себе устраивать. Солнышко тебя не покусает. Надо будет как-нибудь так и сделать. Да, Владимир Николаевич, пойти под какую-нибудь липу или иву. Ива тоже у нас есть кроны. Вот я снимала у Музея Мирового океана. Там прям столы расставлены под этой ивой. Такая ивища. Единственное, что музей закрывался, мы не знали работы его. Да, и мы не успели посидеть, но там очень хорошо сидеть, очень приятно. Вот. Там очень приятно. Можно будет сходить на остров Канта, если сегодня будут силы, желание. Посмотрим, потому что меня жара немножко так высосала энергетически, если честно. Особенно, когда не было электричества. Этот день для меня потерян. В мыле голова была весь день, и я до сих пор отойти не могу, очень тяжело. Но надеюсь, что скоро оправлюсь и буду себя чувствовать более бодрой. Вот сегодня сейчас прогуляемся до
буквоеда до лабиринта. Посмотрим, как состояние. И потом состроим планы дальше на будущее. Мы раньше любили очень работать в парке, в Центральном. И у меня мечта есть в какой-нибудь день теплый сходить туда с утра опять поработать, посидеть среди елок и поснимать белочку, которая обязательно придет, если ты долго сидишь на одном месте. Если ты ее... Ну или там орешки. Орешки, да. Лучше орешки, конечно. Потому что белочка сама не знает, чего хочет. Печеньку она украдет с удовольствием, а потом заболит ли у нее животик, вот в чем вопрос. Ну, да. Мы грецкие орехи в прошлом году ей давали. Да, покупали специально грецкий орех. Чищенный. Да, ей понравилось очень. А вот миндаль белочкам нельзя, это для них чистый яд. Помните об этом. Очень любят они лесной орех, фундук. И грецкий, и кедровый. Но кедровый стоит так, как будто ты Билл Гейтс или Рокфеллер в 6-м поколении. То есть только для избранных, к сожалению. А вот остальное можно еще покупать более-менее. Цена не такая кусачая, но кусачая. Кусачая. По-моему, кедровый самый дорогой. Обожаю кедровые орехи. В принципе, неплохо. Вот сейчас в тени нужно идти. Да, но там вот мы выйдем на площадь такую, где не будет тени от деревьев. Вот это вот действительно тяжелый момент по Ленинскому проспекту. Где уже сложнее идти по такой жаре. Жарковато все равно, даже в тени жарковато. Хотя 25 на улице. Другой бы кто сказал в своем регионе или там в своей стране. 25, да ну, нормально, прохладно. А мы идем, вот уже задыхаемся от жары. Потому что тут действительно душно. Влажный воздух. Приводит себя в порядок немножко. Кто? Янтарные магазины. Да, магазины янтаря у нас прибираются, тут витринки делают. Видите, сколько лип. Вот липа цветет. И следующая тоже липа. И все впереди это одни липы. Здорово. У нас, считай, на улице каштановая. Так скажем, аллея. Не название, хотя есть такая улица, название каштановая аллея. Нет. У нас просто аллея из каштана. А здесь улица липа, липовых аллей. Прям очень много липы. Какая-то еще не распустилась, какая-то вся пушистенькая. Вот. Ну, очень много лип растет. И мне это нравится. Смотрите. На проспекте Победы очень. Прям столько желтеньких цветочков. Вот это прям обильно зацвела. Очень обильно. Запах вот здесь очень сильный, потому что она очень обильно цветет, эта липа. Смотри, вот. Вот прям видно. Такие грозди цветов просто. На улице нет даже 12 еще. 11:54, ну почти 12.
И уже такая жарища. Утром было, я проснулась, было уже 24 градуса на улице. 24 утром. Мы проснулись, мы были все мокрые, потому что ночью температура воздуха не охладилась, а с кондиционером не поспишь. Он шумит, как пылесос. Ну, у нас такой мобильный кондиционер. С Вот. ним не очень приятно спать. Но он шумный, невозможно спать. Но ночью мы в 2 часа вставали, чтобы охладить помещение. Час охлаждали, потом уснули снова. Я не имею в виду здесь мужчин. Здесь больше по тройке. Так, сейчас, секундочку. Я бы сказала, что если даже с мужчиной, то кто-то будет третий. Извиняюсь. Что-то я нажала в телефоне. Как же так? Возьми мой телефон. Я, видимо, пока несла, что-то успела нажать непотребное. Видите, как ясно, солнечно сегодня. Вон там розы на той стороне. Автобусы ездят. Людей не очень много, но есть. Сегодня все-таки суббота, 27 июня. Говорят, завтра будут очень сильные магнитные бури на 2 дня, 28-29 июня. И сегодня люди уже это почувствуют. Поэтому будьте осторожны. Сразу же пейте успокоительные. И если у кого-то гипертония, снижайте давление заранее, чтобы оно не успело подняться. Это очень такой момент. Кстати, вот сейчас мы вышли на этот солнечный участок, не так уж все и плохо. Солнце еще находится в том положении, когда ты можешь укрыться вот в тени вот этих вот деревьев. Но тут бывает, если ты идешь, допустим, в 5-6 вечера, тени вот этих деревьев уже нет. И ты не можешь укрыться в этой тени. И если очень жарко на улице, ты просто будешь идти на солнцепёке. Вот люди, которые переезжают в Калининград. Хочу вас предупредить, что если вы купите дом или снимете дом частный, там будет хорошо. Если вы снимете или купите квартиру, там может быть очень проблемно. Коробочка нагревается за 2 минуты. Остывает она, наоборот, очень долго. И нужен кондиционер летом. Более того, когда идет отопительный сезон, заканчивается, да, тебе будет очень холодно. Очень холодно. И хотя бы 2 недели перед началом отопительного сезона достаточно тоже прохладно. То есть Да. весна. О, фонтаны включили. Да, со вчерашнего дня включили все фонтаны. Мы обязательно снимем фонтан. Фонтаны. Надо будет снять фонтаны. И сегодня же выходной. Вот смотри, куда можно сходить сегодня. Что? На поющий фонтан? На поющий фонтан, конечно, вечером. Его включают в 17 часов, по-моему. Ну, 12 мы уже пропустили, по-моему, в 17 и в 20:40. 20:40. Да, конечно, вот мне кажется, надо обязательно сходить. Мы вас сводим. Единственное, что в 20:40 может быть дождь. Так что посмотрим, может это будет 17 часов. Посмотрим по дождю, потому что вроде сегодня дождь обещают. Вот видите, здесь уже деревьев не растет. Хотя Калининград очень зеленый город, но вот здесь их не высадили, к сожалению, по техническим причинам. То есть на той стороне есть деревья, на этой нету. И ты идешь под солнцем. То есть вот так. Если и будет тень, то только от автобуса или от троллейбуса. И будет жарко. Сейчас зайдем в лабиринт. Не в буквоед? А мы вначале буквоед давай, а потом в лабиринт, да? Да. Ну давай. Тогда буквоед.
На обратном пути перейдем дорогу, покажем фонтан, который вот здесь. Я обожаю фонтаны. Очень рада, что их вчера включили. Об этом прям написали в новостях, что наконец-то включают фонтаны. И это прекрасно. Так, вот мы пришли к буквоеду. Вот он буквоед, вот я. На входе после камеры выключим. Да, все, выключать сейчас будем. Я просто хотела показать. Тут еще вот есть дымный клуб. И все это. То есть тут много всего. Все. Я везде хочу. Сейчас пойдем сначала на 3-й этаж. То есть начнем мы сегодня с 3-го этажа. Смотрите. 2,5 считаем. Да, но это как бы, да, не 3-й, а 2,5 этаж. Здесь весь Гарри Поттер выставлен. Весь. По частям. То есть вот. Еще какая-то наклейка или что? Знак 20 лет волшебства. Видимо, Гарри Поттеру уже 20 лет. А здесь Gravity Falls. История с кладбищем Нил Гейман. Интересно. Пандемониум. Пойдем дальше. Тут вот куча всяких пеналов для детей. Они классные, вообще классные. Вот с кошечкой, с совой. Так. Ладно. Значит, наши книги, они все разобраны по категориям. Вот история, а здесь графические романы. А тут все по «Звездным войнам». Это у меня по части моего сына. Очень интересно. Ух ты, атлас далекой галактики. Сколько такой стоит? 1499, тут скидка. Ну-ка, давай открывай, интересно. Ух ты. Здорово. Ну все, я начала восторгаться, как всегда. Потом буду пересматривать, и будет стыдно. Вот здесь карты. Всякие планеты. И рассказано, кто на них живет, видимо. Вот, да, вот Мандалор, кстати. Мы про Мандалорца как раз смотрели. Интересно. А это что? Диабло. Обалдеть. Assassin's Creed. Но это мы, потому что у нас есть ребенок. И поэтому мы все это знаем. Зарубежная проза. Вот это вся классика, да, зарубежная. Вообще все есть. Вот здесь тоже, только вот в очень таком красочном варианте. Виктор Гюго. Драйзер. Все есть. Тут вот в таком вот зелененьком варианте целые серии книг. И в красненьком. И вот такой вот бежевый, интересный, с оттеснением. Весь Дюма, Камю. Все есть. А мы пошли в эзотерический отдел сейчас. Зарубежная проза. Так, что? Эзотерика. Вот она, эзотерика. Так, где наше таро, которое мы обещали показать? Да, но он есть. И только раньше было, сейчас я не вижу. Где-то ведь лежит. Сейчас найдем. Да, тут полностью вот эти стеллажи эзотерические. Там уже психология пошла.
Я где-то здесь их видела раньше. Карты Таро. Вот тут все про Таро. Вот. Книги по Таро. Таро Уэйта. Это, кстати, очень неплохая. Таро судьбы. Где же карты? Вот в чем главный вопрос. А вот, кстати, руническая магия от Велимиры, которую я разыгрывала много раз в своих конкурсах. Тут всякие книги по Таро, карты любви. Все есть, все. Но только где же колоды? Вот книги по нумерологии, вот руны, плюс 50 лучших раскладов для гадания, даты и судьбы, большая книга нумерологии. Эрик Бёрн, кстати, есть все серии. Так, ну где же Таро? Ну, вот они были здесь. Были здесь, но сейчас нет. Брали. Вика, книга теней. Сколько стоит? 919. Тут врата миров. Скольжение на черном драконе. Интересно, о чем это? 489. Магия черная и белая. Маловато книженция для такого. 368. Маловато. Не уложишься в такой объем. Так. Вот. Ошо. Много книг по Ошо. Тут все Ошо полностью. Куча. Тут что? 365 цветов на первый год жизни вашего ребенка. Это мать и дитя раздел уже. Так. Вон там даже Елена Блаватская виднеется. Вот магия. Ронда Бёрн. 599 рублей. Положи. Карлос Кастанеда все книги. Только тут 4, 5 и 6. И магические пассы. Кастанеда. Вот тут еще есть отдельная реальность, сказки о силе и так далее. Вадим Зеланд все книги выставлены. И вот тут еще полка Зеланда полностью. Все по йоге есть. И так далее. Сейчас тогда поищем и потом включимся. Владимир Николаевич Есть интересные моменты по раскопкам разных негативных Как она называется, эта программ. книга? Мантры, творящие счастье, но это не Смотрите, мантры. бестолковая таблица. То, что мы говорим людям, то, что мы говорим на самом деле себе. Это мне надоело, чтобы мне надоело мне самому. Это меня раздражает весь мир, раздражает сам себя во всем. Интересно, полезная книжка. Да, это очень хорошо для раскопок по тета-хиллингу, когда идет разбор конкретных программ, создающих судьбу человека. Угу. Здорово. Ну, не знаю, 234. 234. Ну, я ее возьму. Возьмешь, да. Пойдем еще посмотрим и пойдем на первый этаж. Там карты Таро выставлены. Да, я пока покажу, что тут есть еще. Вот Николас Спаркс полностью. И вот это тоже полка Николаса Спаркса. Это очень хороший писатель, мне нравится. Какая большая книга, бесконечная шутка. Тема действительно бесконечная. Карен Уайт. Я люблю ее читать. А мне интересно, мне нравятся книги. Я читаю сейчас до сих пор
Особняк на Тред-стрит. Сейчас покажу вот эту книгу. Она стоит 499 рублей на данный момент. И потом продолжение. Это девушка с Лигер-стрит. Я вот взяла вот эту следующую книгу. Но читаю я очень медленно, потому что у меня 5 минут, 10 выдается почитать. А потом меня начинают дергать разные люди. Говорить: ай-яй-яй-яй, помогите, помогите. Прям с истерикой всегда. Министерство наивысшего части. Тут вот всякие бестселлеры, естественно. Стивен Кинг, Чейз, только Магнус. Автор, видите, Рик Йордан. И когда человек, героя видит таким именем громким, да, начинает уже брать книгу. «Бегущий в лабиринте». Это вот все. «Буря мечей». Это Джордж Мартин. Тот, кто «Игру престолов», да. Это «Игра престолов». «Буря мечей» — это 3-я книга «Игры престолов». Филипп Дик, Фрай. Фрай мне не нравится. Это русское соавторство 2 людей. Не идет совсем для чтения для меня. Крампус, повелитель Йоля. Питер Уотс, «Морские звезды». Нил Гейман. Все есть. Здесь есть абсолютно все. Гемини. Близнецы, да. Гемини. Перевод «близнецы». Зарубежная фантастика. Вот. Тоже Джордж Мартин. Все «Игра престолов» идет. «Игра престолов», «Буря мечей», «Танец с драконами». А тут Джордж Мартин, «Рыцарь 7 королевств». «Мир льда и пламени», «Пламя и кровь», «Искры над пеплом». Все вот это. Лавкрафт. Я его читаю. Некоторые произведения читала. «Зов Ктулху». Это такой огромный демон, который явился человеку одному через сновидение, видение. Интересно. Стивен Кинг. Ух ты, Дональд Трамп, есть книга. Здорово. Есть Путин, человек с ручьем. Трамп стоит 595 рублей. А Путин без цены. А как? А вот 599. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, на 4 рубля дороже. Кир Булычев. Российская фантастика. Тут всего полно просто. Российская фантастика тут. О, это ты. Подобрал себе еще вот такую книжечку. «Веды о силе времени». 258 рублей. А, это у нас Тарсунов. Тарсунов очень приятно пишет. Ну, пойдем дальше. Там девушки продаются. Тут вот военные хроники, истории, все есть. Так, заходим. Ух ты, ботаника. Садоводы, огородники. Все для них. Сад, огороды, сад, строительства. Тут все для сада.
Тут у нас строительство и рукоделие. Вот работы по дереву, резьба по дереву, мастер золотые руки. Дачные постройки, печи, камины. Все есть. С этой стороны все про спорт. Арнольд Шварценеггер. Кулинария. Будешь торт? Нет, спасибо. Нет, это на книге написано. Тут увлечение. Мешает. Торт. Да. Я люблю тебя, папочка, будущей маме, мадам Шик. 20 секретов стиля. Ну вообще. Инста-стиль. Атласы мира — это путеводители. Атласы карты — это автотранспорт. Компьютерная литература. Ну все есть. Пойдемте дальше. Здесь у нас все для рисования, гуаши, всякие краски, вот акварели, мелки, альбомы, бумага разная. Все для творчества. А здесь карандаши цветные. Тетради по предметам. И есть просто милые тетради. Сколько такая стоит? 84. А такая с кошечками 84 тоже. А котик такой 74. Собачка с кошечкой 26 всего рублей. Можно находить себе дешевле, да? 84 тоже. Розы 36 рублей. Разные, на разные вкусы, на разные ценовые категории. 69. Тут мультяшная. Сколько такая? 95. А тут простые тетрадочки, уже такие более обыкновенные. Тут опять всякие вещи для хранения. Карандашей, тетрадок. В общем, все для школы. А вот здесь органайзеры. Вот это рай. С календарями. Кожаные. Очень красивые. Сколько такой стоит? 578. Кстати, не очень-то и дорого. А такой 483. Для размера. Сравните, да? Вот это вот из ткани. Вроде это папка для бумаги, но из ткани сделана. Вроде для документов, но ткань. Арбузики. Сколько такая стоит? 250. А такая интересная. На кнопке. 220. Сова. Я таких еще не видела даже. Конверт. Сколько такой конверт? 160. Как интересно, да? Мне вот это вообще понравилось. Всякие вот они из кожзама есть. 250 рублей такая. Это для документов формата А4, просто для документов, но не из пластика. Это 150 вообще стоит вот такая клееночка. Просто она обдерется, наверное. А есть вот такие на замочке. Ой, извиняюсь. Так, сейчас. 160 всего лишь.
стоит. Недорого. Есть вот такие медведь. 361. Ну, мне тут многое понравилось, я так скажу. Угу. А это сколько стоит? 220. Я хочу вот такую. Я хочу купить. Здорово. Так, а тут куча блокнотов, календарей, да, на пружине всяких перекидных. Чего только... Ой. Чего только нет. Записная книжка 360 рублей. У меня уже столько записных книжек, что я прям не знаю, куда их все девать, если честно. У меня их коллекция, просто блокнотов коллекция. Так, а это что? Это тоже папка с документами, но как сумка. 458 рублей. Здорово, с двумя карманами. Круто. Это для девушки, которая носит документы. Вот есть формат А5. 360 рублей. Вот придумал же кто-то эту прелесть. Смотри-ка. Сколько такая? 295. Здорово. Я вот надеюсь, что я вам сняла это все правильно. Потому что я иногда не распоряжаюсь своей камерой почему-то. Crazy Cat. Там вот с ушками есть. Ладно, пойдем вниз. Это первый этаж. Посмотрим. Вот это для подарочков. Там есть книга «Как создавать комикс». 39, а вот это 75 уже. Здорово. Только он ее не прочитает. Какие красивые. Синельников. Тайны подсознания. Вот они, карты. Так, что у нас тут есть? Антитаро мистера Фримана 598 рублей. Послание стихии 899. Марсельское таро 719. Золотое марсельское таро 1450. Универсальное таро 1250. Русское таро 837. Таро Союз богинь 1632. Некрономикон, мой любимый черный гримуар 1908. Магия наслаждений 258. Тут у нас Таро Тота 899. Золотое универсальное 1699. Маленькое Таро Мини 717. И все это все Уэйт, даже перечислять не буду. Тут что? Вот руны Велимира, которые я разыгрывала несколько раз на своем канале, 669 рублей. Карты Натальи Степановой 619 рублей. Оракул Фей 620. Таро Архангелов 1600. Ангельская терапия 680. Советы ангелов 630. Ответы ангелов 1050. Магические послания ангелов 1100. Это подарочные наборы. Карты Оракул Рун 490, которые я много раз разыгрывала, помните их, да? Мечты сбываются. Закон притяжения в действии 1400. Второе изменение формы 1550. Ашот Дзен 1900. Таро Ориши, у меня его нет, 1500. Ангельская терапия в подарочном варианте 1800. Таро мистических кошек 1900 у меня есть. Скрытой реальности 1899, я вам рассказывала о нем. Авторская колода Николь Кузнецовой и Антона Мамона 1150, я вам много раз на ней гадала. Это Таро Шепца и Киро 1980 у меня есть, я вам рассказывала. Или нет, гадала много раз на ней. Но расскажу. Таро Театр кукол 2250 у меня нету. Это все более-менее классические колоды.
Золоченое Таро. У меня есть Барбара Мур, я вчера на ней гадала. Делала расклад онлайн. 1850. Классическая колода Ленорман. 979. Ленорман. Тоже 999. Психотаро 1592. 25 деревянных рун 1450. Подарочный набор Велимира 939. Повседневное Таро ведьмы 1849. Все время на нем гадаю. Чакры тоже у меня есть 1450. Творческий оракул. Подсказки для жизни 2250. Вот вся коллекция. Тут небольшой выбор совершенно. А тут все вот опять большие подарочные издания. Но это уже не касается нашей темы. Вот все рассказала. Но тут все про комиксы. Рай для моего сына. Ну что ж, пойдем, уходим. Осмотрелись. Пойдем рассчитываться. Да, я тогда иду. Да, Хорошо. Давай. Ты, может, помнится, Угу. Тут вот еще есть стирательные резинки в виде черепа. Всякие такие Angry Birds. Такие штуки. Рыбка. Сколько интересно такая стоит рыбка. Тоже стирательная резинка. Ручки. Точилки. Линеечки. Тут клей. Это что? Я знаю, Кость. Вот под карандашница. Ножнички. $95. Волшебная ручка. Запиши, и все сбудется. Уже отбили? еще можно? Да. Это в подарок, очень хорошая вещь. Да, запиши, и все сбудется. Как же не поверить, если написано на ней. Вот стою, мастерская Стива Джобса. И тут прямо из каких-то как мегапикселей лицо Джобса. Но тут прохладно. Я стою, жду, когда Вова из лабиринта все принесет. Вот. Сказать, что мне жарко, это не сказать ничего. Это ужасно. Я так нагрелась в буквоеде, что уже в последние моменты мне казалось, что я слышу какой-то туман, разговариваю. Вышли, а на улицу еще в 100 раз хуже. Я устала от жары. Те, у кого жарко в регионах, меня понимают, и в странах других. Так-то. Сейчас пойдем охладиться в торговый центр Европа, несмотря на то, что там очень много народа. И поэтому пойдем фонтан вам показывать. Да ладно. Мы переходим улицу. На улице обалденно жарко. Сейчас показывает 26, но такое чувство, что это в теньке где-то на метеостанции за городом. Километров 30 от города, не знаю. Потому что сейчас, судя по внешнему виду, на улице 35. Сегодня получше, поприятнее. Получше, чем вчера, но все-таки очень жарко. Вчера, потому что показывал 31. Это, извините, на 5 градусов меньше, чем сегодня. А сегодня ужас просто на улице. То есть, что было вчера, я даже представить не могу. Поэтому и не выходила, и вышли мы только ночью, чтобы сходить в продуктовый магазин.
Да, да, мы пойдем в Европу. Продают васильки. Только немножко под кондиционер зайдем и все. Мы прогуливаемся по торговому центру. Здесь магазин подарков. Цветы. В разных таких вот банках. Интересно. Здесь Макдональдс. Но заходить туда нельзя. Можно только вот так купить. Чек отбить. Ух ты, Сникерс-стор. Ух ты. Air. Красивые. Наверное, стоит целый миллион. Здесь мы как-то покупали подруге обложку на паспорт из натуральной кожи. Очень хорошая была обложка. Вот в очередь стоит в Sunlight. Тут вот бомбочки для ванны продают. И разные подарочные наборы. А вот здесь марципан. Подарочные и просто поесть. Вот всякие шарики, конфетки, такие коробочки. Меня шатает от жары. Все, голова поехала. Я такая вся теперь счастливая, потому что в предобморочном состоянии. При этом мозги начинают отказывать, и ты чувствуешь себя самым счастливым человеком, не думая ни о чем. Только думаю о том, как бы выжить. Да? Только думая о том, как бы выжить. Здорово. Выход с этой стороны. Да. Пойдем к фонтану. Вот мы вышли на улицу. Стоим под огромным деревом, которое защищает нас от жары. И вот мы у монумента нашей необъятной родины, матери России. Ой, там один мужик как меня подпоносил-то на канале с этой матерью России. А я говорю, это родина мать. Все, и все так говорят. Так что хватит, мужчина. Тут голубей кормят. И наш фонтан. Тут в цветочках все. Красота какая. Помните, мы вам показывали, как цветут анютины глазки вот на этой клумбе? А сейчас они, видите, отцветают уже. То есть они еще тут есть, но уже их цветочков самих мало. Их часто обновляют. Обновляют, будут обновлять, да. Но их все равно много еще тут. Такие они красивые, такие миленькие. Как хорошо, что облачко скрыло солнышко. Не открывай, не открывай. Вау, обожаю фонтаны. Подержи. Ура! Камеру, не знаю, набрызгала или нет. Сейчас. Ура, фонтан! Давай обойдем его сбоку. Красота какая!
на высоте. Мне нужно сделать фотографию. Шли дорогу и пошли в сторону дома. Направляемся в сторону дома. На улице слишком жарко для меня. Головка даже заболела моя. Но я все равно счастлива, что тепло, что хорошо, что лето, что вокруг цветы, деревья. Особенно, что липа зацвела, розы цветут, разные кусты, растения. Работают летние веранды ресторанов. Вот люди сидят, кушают. Красота. Нужно быть довольным сейчас, потому что неизвестно, что будет завтра. Нужно быть довольным, что мы можем выйти, что можем ходить по улицам. Это счастье. Вот квас продают. К сожалению, я не могу пить квас. Но те, кто любит, пьют, очень вкусный, говорят. Я его пробовала, но, к сожалению, мне от кваса встает очень плохо. Вот наши розочки расцвели тут еще в обилии. Видите, сколько розовых кустиков. Вот так это все выглядит. А вот тут роза прям разноцветная, только она задом к нам. Жаль. Очень красиво. У меня есть предложение все же уйти по дворам вот здесь. Давай. Так, ну мы, дорогие, все, прощаемся уже с вами. До новых встреч, мы хорошо погуляли. Нет, мы еще не погуляли, нет. Я хочу показать комиксы, которые я купила. Сейчас мы где-нибудь во двор зайдем, я покажу. Ну, начну рассказывать. Я очень люблю мумитролей. Очень люблю. И вот мы купили вот такой вот рассказ. Мумитроли и самый последний на свете дракон. Автор, конечно же, Туви Янсен. И я купила это моему ребенку, чтобы он ознакомился внимательно с мумитролями. Вот такие иллюстрации. Здесь описаны некоторые обитатели Мумидола. Мумитроль, Муми-мама, Снус-Мумрик, если вы помните, да, самый последний на свете дракон, Муми-папа, Крошка Мю, Сниф и Фрэкенснорк. Дальше, значит, рассказывается в книге, да, обо всем этом. Вот, ну, тут концовочка есть, да. То есть вот такой вот у нас экземпляр книги про мумитролей. Очень красочный, очень красивый. Мне очень нравится. Я специально купила, чтобы ему прочитать. Но я не знаю, будет ли он слушать, потому что ему почти 14. То есть не факт, конечно, не факт. Но книга очень светлая, приятная. И если что, я ее сама прочитаю, как бы без проблем. Дай мне следующую. Gravity Falls. В последнее время ему начали нравиться Рик и Морти, Gravity Falls, чтобы просто там почитать. Вот тут две части графического романа. Первая часть и вторая часть Gravity Falls. Это очень толстые книжки, естественно, дорогие. Тут много страниц. Вот тут прям ловушка для туристов, эпизод 1, да, сразу же. То есть вот так это все выглядит. Это комиксы, но очень толстые, поэтому графический роман считается, да. Тоже не знаю, будет ли читать, но я надеюсь, что будет. А вот это вот дальше, пока открывать не могу, это запечатанные. Это вот «Дух моей общаги», мистический комикс. Просто замените смерть на взросление, и все сразу встанет на свои места. То есть, ну, это комикс для подростков, уже такой, да, более, но очень интересный, с какой-то мистикой небольшой. И вот здесь «Очень странные дела». Вы, наверное, знаете про этот сериал. Очень известный сериал. А вот есть и комиксы. То есть сначала были похожие комиксы, как я насколько знаю, да, или книга, а потом создали этот сериал «Очень странные дела».
И чтобы мой сын не боялся смотреть этот сериал, сначала хочу, вот, чтобы он прочитал вот такой вот небольшой комикс про это. Что там еще есть? Подарки. Лабиринт всегда, когда я покупаю что-то на большую сумму, а здесь сумма действительно большая, дает подарки. Я выбрала вот такой вот французский детектив, маленькая торговка прозой, Даниэль Пенак. Я его буду читать. Аркадия, Санкт-Петербург, 2018 год. То есть тут вот все у нас про такой детективный сюжет, да. Не про детективный, а детективный сюжет. Ну что ж я выражаюсь? Ну это, наверное, от того, что у меня голова уже все не работает сегодня. И вот вторую книгу я выбрала вот такую. В подарок «Магия фэнтези», свитки Норгстона «Искушение магией». То есть, ну, естественно, тут фантастика о магии, да, вот тоже моя тема, очень интересна. Ну, вот такие вот книжки. Целый пакет книжек мне достался сегодня от Лабиринта. Не всегда я покупаю только карты, да, складывая его по одной можно складывать. Не всегда я покупаю только карты, иногда я покупаю и вот такие всякие книги, журналы, комиксы, графические романы для своего ребенка, для себя покупаю очень много. Ну и на подарки мы тоже. На подарки мы тоже, конечно, берем в Лабиринте, потому что это дешевле, чем в Буквоеде, да? Все? Да. Все, вот мы рассказали, теперь уже можем с спокойной совестью сказать вам на сегодня пока. У нас, надеюсь, получился интересный сюжет про книги, про Буквоед. Я очень плохо снимаю, я это заметила. Я последний, когда смотрела ролик, когда мы прогуливались в музее Мирового океана, немножко торопилась, видимо, даже оправдываться не буду, и дергала камерой. Вот. И смотреть саму себя невозможно вообще. Понимаю, что ролики пока что очень сырые, но некоторые раз получается. Раз смотрю хороший ролик, вот, вижу, что у него просмотров больше. Ну вот так. Надеюсь, что сегодня получилось. Но если нет, не судите меня, просто не смотрите. Найдите ролик, который вам больше по съемке нравится, где я не дергаю камерой, где я что-то показываю вам, а не смотрю вот так камерой вверх или вот так вниз. Вот. Так что мы учимся, тренируемся. Мы тренируемся, все в этом мире познается только на опыте и на самообучении или обучении у кого-то. Это для меня любительская съемка, любительский канал. То есть, конечно, заказывать обучение этой съемки я не буду, но буду сама что-то познавать и учиться. Всем пока, до новых встреч!